Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Сам пришел просить руку. Она была еще не просто в несовершеннолетнем, она была в малолетнем возрасте. Такие вопросы нужно решать, конечно, не топорным способом. Незаконный брак, Хазрат за решеткой, мама под подпиской о невыезде. Как сложится судьба невесты? Ну, у меня сын вообще, он с 4 лет может ездить. Попросить у волшебника Гудвина мозги для матери. Было возбуждено уголовное дело по статьям оставления в опасности. В погоне за эпатажем, рискуя жизнью ребенка. Новый вид социального помешательства. Самовложение булсан кирек, ол шуның белән күтәрелеп китте. Население становится заинтересованным. В реализации этой программы преобладает воспитание. Комфорт за собственный счет. Как проходят референдумы по самообложению? Уже несколько месяцев общественность обсуждает беспрецедентный случай, произошедший в татарстанской глубинке, в селе Лашманка в Черемшанском районе. 29-летний лже-хазрят, не имевший никаких прав вести религиозную деятельность, и его прихожанка, 13-летняя девушка, совершили религиозный обряд – никах бракосочетания. Случай этот действительно из ряда вон выходящий. И говорить об этом есть сразу несколько оснований. Во-первых, на момент совершения никаха девочка была не просто несовершеннолетней, а в малолетнем возрасте. Позиция родителей девочки, одобривших и фактически инициировавших этот брак, тоже, мягко говоря, вызывает недоумение. Во-вторых, самопровозглашенный хазрат Расул Салихов, который вел проповеди, как выяснилось, не прошел официальную аттестацию в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан, необходимую для того, чтобы получить такой высокий духовный статус. То есть фактически был самозванцем, но при этом продолжал свою деятельность. В отношении матери девочки уже возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В следственном изоляторе сегодня находится теперь уже и гражданин Расул Салихов. И статья обвинения очень серьезная. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. С каждым днем это дело обрастает все новыми подробностями, многие из которых наша съемочная группа выяснила на месте, поехав в село Лашманка. Село Лашманка Черемшанского района весьма знаменитое. По крайней мере, наша съемочная группа здесь бывала уже не раз. Просто именно в Лашманке когда-то находился знаменитый колхоз-миллионер, который, скажем так, очень удачно, в кавычках, был разорен. Но тогда эта информация не вызвала такого общественного резонанса, как дело о двух возлюбленных. Дело о Ромео и Джульетте. Именно так местные жители окрестили неравный союз между теперь уже бывшим хазратом мечети и его молодой избранницей. Было яп-якшы малай, яп-яш, карап тұрға, қызғаныш қанышына. Қызғаныш. Яп-яш кіші. Рахаттанып жүріге бітін, дүнияқин. Халық негізді аннан ете. Яқлай. Бик зал, қызғаныш қанышына. Шындай зор ауылына 1300 населениесі, 530 йұрт зор ауыл, шыны қалық ауыл позор етелді мына шын. Вот в этой старой, покосившейся от времени маленькой избушке проживает многодетная семья Салгараевых. Отец, мать и 4 детей. Семья религиозная, живут очень скромно. Отец работает на стройке, матери в связи с последними событиями пришлось уволиться с работы. Кроме старшей дочери, в семье есть еще 3 мальчика. Все дети учатся хорошо, трудолюбивые и послушные. Старшая из детей, героиня нашего сюжета, в 7 лет встала на намаз и обвязала голову платком. В прошлом году девочка посещала летний мусульманский лагерь при местной мечети, где и познакомилась с Расулом Салиховым. Сам пришел просить руку. И мы сделали как бы никах. Вас ничего не смутило вот в этом его предложении? Мы полностью доверяли ему и до сих пор доверяем. Как бы он религиозный, богобоязненный человек. Мама признается, что ничего плохого дочери не желала. Девочка очень скромная, вечерами не выходит в клуб, со сверстниками противоположного пола никогда не общалась. А тот заявил родителям о взаимных чувствах. Никах с Расулом Хазратом был необходим для того, чтобы мужчина мог приходить к ним в гости и общаться с девочкой на виду родителей.
Какие-то условия вы ставили перед Да, ним? во время никаха мы договорились, что Камиля до 16 лет она будет у нас жить. Фактически взрослые люди сами решили судьбу ребенка. Следствие уже доказало, что каких-либо отношений, кроме платонических, между молодыми людьми не было. Мама девочки признается, что Расул Салихов полная сирота. У него давно умерли родители, и их дом для него стал словно родным. Хотелось бы очень верить, что взрослый мужчина в этой семье, которая сама еле сводит концы с концами, искал не столько будущую жену, сколько тепло домашнего очага. Ведь какой другой в 29 лет будет жаловаться чужим, по сути, людям о своем сиротливом детстве и полном одиночестве? После скандала от Расула Салихова отвернулись даже единоверцы, что весьма не свойственно мусульманам. Представители Духовного управления мусульман заявили, что Расул вообще не мог являться имам-хатибом мечети, так как не прошел соответствующую аттестацию, но при этом являлся. Сегодня Расул находится в следственном изоляторе. Мать девочки также под следствием. Ее подозревают в неисполнении обязанностей по уходу за несовершеннолетней. На период ее никаха, скажем так, да, она была еще не просто в несовершеннолетнем, она была в малолетнем возрасте, ей еще не было и 14 лет. И понятно, что в данном случае она стала таким заложником, скажем так, да, поведения, позиции очень близких для нее людей. Адвокат Руслан Нагиев сам является многодетным отцом. Как и любой другой адекватный родитель, он считает, что этот брак действительно был поспешным и не имел никаких веских оснований. Другой вопрос, как вся эта история отразится на психическом и эмоциональном здоровье пострадавшей девочки. Сколько ей пришлось за это время пережить. Маленькой девочке приходится кому-то доказывать свою невинность и непричастность. И последствия у этого громкого дела весьма недетские. Я считаю, что такие вопросы нужно решать, конечно, не топорным способом. Да, здесь надо, и раз религиозная семья, нужно как-то было через духовное управление, наверное, да, общаться, там, органы опеки, попечительства привлекать, да, общаться, потому что общественной опасности, да, вот это не представляет вот то, что произошло. Ну да, никак был, но тысячи девушек в этом возрасте там, начинают дружить с мальчиками, да, с парнями. Вот. Но здесь то же самое происходило фактически. Просто они, так как религиозная семья, они решили это оформить, да, как бы. Как вы считаете, насколько необходимо сегодня принимать жесткие карательные меры в отношении родителей? Я думаю, что здесь постановка вопроса об ограничении, лишении родительских прав, она крайне неуместна и преждевременно явно. И я полагаю, что соответствующая разъяснительная работа должна быть проведена с данной семьей. Здесь, конечно, он не виновен ни в чем. Это как бы несправедливо, но мы как бы религиозные люди, мы принимаем это все как испытание от Аллаха. Для семьи Асылгараевых вся эта история не что иное, как очередное испытание. И принимают они его послушно и смиренно. Уже долгие годы многодетная семья ждет положенной помощи от государства на строительство собственного дома. Однако районные власти на эту многодетную семью наконец-то обратили внимание. Только вот совсем по другому поводу. Мы много раз ходили, оббивали пороги Белого дома. Наш Белый дом называется. Ну, там, Черемшанского Белого дома. Да, приходите завтра, там, через неделю, через месяц, через полгода. И у нас просто, как говорится, настроение упало, и все упало, и мы перестали ходить. Вашим детям какую судьбу бы вы хотели? Ну, положительную, конечно, чтобы... Лучше, чем ваши? Ну, конечно, пускай будет лучше. Пускай будет лучше. Очень жаль, что обдумывать ответ на этот вопрос отцу семейства приходится так поздно. Очень жаль, что у самой девочки так никто и не спросил, чего хочет от этой жизни она сама. Очень жаль, что никто и не объяснил, что такое брак, что это не просто любовь, это обязанность, это труд, это жертвоприношение, а, возможно, и полный крах ее детской мечты. Кем ты хотела бы стать в будущем? Переводчиком. Переводчиком? Да. А почему именно переводчиком? Ну, так хотела. Хотела бы ездить по странам, наверное, да? Да. По заграницам, да? Да? Ты где-нибудь была еще, нет? Нет. Нигде еще не была? А куда бы хотела поехать в первую очередь? В Англию. Ильзира Юзаева, Андрей Кузьмин и Кирилл Мальцев. 7 дней.
Волну обсуждений и общественного негодования вызвала еще одна мама из Набережных Челнов – Агина Алтынбаева. Ее безрассудную выходку уже оценили следователи. За руль автомобиля она посадила своего 6-летнего ребенка. Как следует из этого видео, которым мама тут же поделилась в социальных сетях, автомобиль на трассе под управлением ребенка разгоняется до 130 км в час. При этом Агина Алтынбаева спокойно продолжает снимать смертельно опасный номер на камеру мобильного телефона. Реакция общественности, разумеется, бурная. Тем более, что только этой весной мамаша уже выкладывала в сеть видео, как мчится по городу за рулем с младенцем на руках. Любой автолюбитель знает, что при скорости более 100 км в час машина превращается в неуправляемый снаряд. Такая скорость требует предельной концентрации внимания. И, безусловно, это прямая угроза жизни ребенка. Но на все замечания, что женщина подвергает опасности своих детей, она отвечает весьма агрессивно. Мол, не ваше дело, не суйте нос. Сынишка опытный и с машиной на «ты» уже 2 года. А что такого? Ответил, что в этом такого Следственный комитет республики и возбудил уголовное дело в отношении Алтынбаевой. Кроме того, семьей заинтересовались органы опеки. Впрочем, большинство пользователей соцсетей ставят на женщине клеймо блогера, одержимого хайпом. Это, к сожалению, такая болезнь, которая сегодня захлестнула множество активных пользователей соцсетей, которые ради увеличения количества просмотров готовы не только раздеться, это уже мало кому интересно, а в буквальном смысле рисковать жизнью и своих детей, и окружающих. Если хотите, это симптом массового помешательства в интернет-пространстве, вид социального помешательства, который еще предстоит исследовать медицинской науке. После размещения скандальных видео в сети Агину Алтынбаеву заметил даже известный шоу-ведущий Иван Ургант. Послушаем. Многим очень интересно, а куда торопится мальчик? Почему ребенок в 6 лет куда-то едет со скоростью 130 км в час? Куда он торопится? Ответим, в изумрудный город, чтобы попросить у волшебника Гудвина мозги для матери. Это Ричард Юрген, мы начинаем, пожалуйста. Ну, это, конечно, не смешно. Отметим, что у Агины Алтынбаевой кипа штрафов от автоинспекторов. Но ее это не пугает. Ради лайков женщина готова нарушать, платить и снова нарушать, при этом эксплуатируя образ матери. Диляра Юсупова о том, к чему может привести погоня за эпатажем. Агина Алтынбаева – мать. Мать специфичная, мягко говоря. Ее материнство, впрочем, шаг за шагом отслеживается по соцсетям. Каждый раз что-то новенькое. Из последнего 6-летний ребенок разгоняет автомобиль на трассе до 140 км в час. Еще один потенциальный водитель – самый младший сын, на руках в ожидании кормления. Мать при этом управляет автомобилем. И снова дети, на этот раз не на опасной дороге, но с опасным оружием в руках. Сама Агина искренне удивлена вопросом «зачем?», недоумевая, разве мне нужно что-то объяснять? Нет, не нужно, но она объяснила, да так, что вопросы появляются у нас. Этот человек феноменально глупый или гениально хитрый? Ну, у меня сын вообще он с 4 лет может ездить, как бы нормально у него есть успехи в этом, почему бы и нет? Если ему нравится мужчина, он готовится стать мужчиной, поэтому он должен уметь делать это. Правила дорожного движения он учит. Половину знаков там он, 60 знаков он знает наизусть. Вот. А на дороге уже практикуем мы вождение с ним. Нет, я не считаю, что это опасно для других. Ей плевать на безопасность собственных детей, ей плевать на штрафы за неправильную перевозку несовершеннолетних. И даже на то, что это хоть и административное, но правонарушение. Впрочем, дурная слава вышла для Агины боком. Дело на нее все-таки завели, и не одно. Было возбуждено уголовное дело по статьям оставления в опасности, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. При этом причастность к совершению преступления она не признала. В дальнейшем, в ходе расследования уголовного дела, следствие пришло к выводу о наличии в действиях подозреваемой состава еще одного преступления, в связи с чем в отношении нее в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих угрозу жизни несовершеннолетнего». Социальной составляющей занялось другое ведомство. Семьей заинтересовались в органах опеки. Правда, пока в профилактических целях. Те обстоятельства, которые были засняты на этих роликах, они, конечно, представляли потенциальную угрозу для жизни и здоровья детей. Всякое могло произойти. Поэтому
Здесь соответствующие меры профилактического характера по недопущению впредь вот таких вот ситуаций должны быть проведены. Но опять же, никто не говорит сегодня о лишении родительских прав, никто не говорит об ограничении в родительских правах, да? Впрочем, ее подвиги до сих пор не закончились и не вчера начались. Еще несколько лет назад ее дети упали с эскалатора. Потом она написала жалобу на следователя из Мамадыша. А вот ее заявление на заведующую детского сада Набережных Челнов. Судя по тексту, женщина признает, что она швырялась стульями и укусила бухгалтера за руку. Кто бы знал о богине Алтынбаевой, если бы не соцсети? Это вопрос риторический. У пользователей реакция, безусловно, бурная. Женщину обвиняют в пиаре и погоне за подписчиками. Она даже не понимает, что творит. Спасать детей срочно. Она же совсем больная на голову. Где органы опеки? Почему обычные законопослушные граждане должны страдать от этой неадекватной, если случится ДТП и пострадают люди? Сама многодетная мать охотно общается с хейтерами. Через экран, правда, кусаться сложнее, поэтому ограничивается буквами. Я знаю, что я хорошая интригантка, скандалистка, любительница шумихи. Слышите, да? Вы пишете, что вам надоели новости обо мне, а сами упорно их читаете и не проходите мимо ни одного поста, не оставив на это свои комментарии. А это значит, что вы очень хорошо поднимаете мне рейтинг моей страницы. Спасибо вам, дорогие мои. В реальной жизни горе-маму не понимают и не принимают. Камила Хафизова тоже мама и тоже блогер. Правда, методы выбирает более позитивные. Девушка, как никто, знает, с каким всем известным расчетом все это делается. Самые распространенные способы раскрутки – передать сплетни или, допустим, пройтись неглиже по улице. Ну или, как Агина, поиграть со смертью на камеру, используя при этом самый святой для общественности образ – образ ребенка. Она, видимо, хотела за счет вот этого хайпа просто денег заработать, потому что, это черный пиар тоже пиар, да, она будет развивать свой инстаграм таким образом, люди будут подписываться, писать негатив, но таким образом она увеличивает, получается, охват своей страницы, люди заходят, смотрят, подписываются, и им интересно, потому что у нас сейчас люди, к сожалению, любят больше за негативом смотреть, чем за позитивом. Неважно, каким способом и какие последствия, однако хайп удался. Агина докричалась до федеральных каналов, да так, что попала в упоминание известного телеведущего Ивана Урганта. Шоумен шутит, как и положено, прозрачно намекая, что женщина страдает эпатажем головного мозга. Многим очень интересно, а куда торопится мальчик? Почему ребенок в 6 лет куда-то едет со скоростью 130 км в час? Куда он торопится? Ответим. В изумрудный город, чтобы попросить у волшебника Гудвина мозги для матери. Это вечерний Ургант. Мы начинаем, пожалуйста. Это не первый ее поход в телевизор. Многодетная мать давно поняла. Самый легкий путь к популярности – черный пиар. А главный закон его еще проще. Вы должны быть самым большим ничтожеством. И самое главное, вас должны осуждать. С таким посылом она пришла на главный канал страны еще в 2015 году. Сначала надев на себя маску благодетельности, оказавшей помощь сироте. Чуть позже выяснилось, ту самую сироту она вынудила заниматься сначала проституцией, а потом попыталась лишить отчаянную мать родительских прав. А для меня эта история все равно не про Оксану, а про Агину. Это человек, которого я за всю программу так и не понял. Я не понял ни мотивов, ни стиля поведения. Не понял, почему нужно было врать, приходить сюда. На что вообще рассчитывала Агина, когда пришла на Первый канал. Не понял ничего. Что движет этой женщиной, да? Потому что, как психолог, я прекрасно понимаю, что ничего человек не совершает, и если на то нет внутренней потребности. О чем-то кричит эта женщина. И сразу в аналогию пришел фильм «Джокер». Главная история, главная потребность была в конце, когда он говорил: «Заметьте меня, я есть». Да? И, как мне кажется, эта женщина кричит, да, вот таким странным способом, жутким способом, на самом-то деле безответственным способом: «Я есть, заметьте меня». Эта женщина сама внутри маленький ребенок, и как может, так и привлекает. Буквально на днях женщина обвинила уполномоченного по правам ребенка в Татарстане в обыске своей квартиры и изъятии имущества. Вот так Агина продолжает кричать о своем существовании и по сей день, громко и с пафосом. Сбегаются журналисты, атакуют блогеры и возмущаются пользователи, не понимая того, что лучший ответ на крик – равнодушное молчание. Диляра Исупова, Эльзира Юзаева, Андрей Кузьмин и Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Самовложение булсан кирек, авыл шуның белән күтәрелеп китте.
население становится заинтересованным. В реализации этой программы преобладает воспитание. Комфорт за собственный счет. Как проходят референдумы по самообложению. 19 ноября Рустам Минниханов в рамках транспортной недели в Москве принял участие в деловом завтраке. Модератором мероприятия, посвященного развитию транспортной инфраструктуры в регионах, выступил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Одной из тем обсуждения стало строительство транспортного коридора Европа-Западный Китай, который, по мнению Рустама Минниханова, является стратегически важным проектом для развития экономики Татарстана. 21 ноября Рустам Минниханов принял участие в стратегической сессии корпорации МСП, на которой состоялась презентация инвестиционных проектов предприятий малого и среднего бизнеса, запланированных к реализации на территории Татарстана. В работе сессии также принял участие генеральный директор корпорации Александр Браверман. В рамках стратегической сессии в Казани состоялась презентация проекта «Бизнес-навигатор», который аккумулирует самую необходимую информацию для бизнесменов, кроме того, позволяет им в режиме онлайн сообщать о нарушениях, допущенных при проведении проверок. 22 ноября в Москве президент Татарстана был награжден медалью за вклад в укрепление обороны Российской Федерации. Церемония прошла в рамках 5-й межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации». Вопрос реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и состояние дел в строительной отрасли республики в целом Рустам Минниханов обсудил во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром Якушевым. Рустам Минниханов в Казани принял участие в 4-м форуме православной общественности Татарстана, посвященном 440-летию обретения Казанской иконы Божьей Матери. Выступая перед собравшимся, президент Татарстана отметил, что воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери Богородицкого монастыря стал общенародным проектом, осуществленным одновременно со строительством Болгарской исламской академии. Это является одним из ярких примеров проводимого в республике курса на восстановление исторической справедливости и укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Во время своего выступления митрополит Казанский Татарстанский Феофан поблагодарил государственного советника Татарстана Ментимира Шаймиева и президента республики Рустама Минниханова за то, что воссоздание храма проходит в кратчайшие сроки, и предложил Рустаму Минниханову принять участие в выборах президента Татарстана 2020 года. 18 ноября председатель Государственного совета Фарид Мухаммедшин встретился с аудитором Счетной палаты России Дмитрием Зайцевым, который прибыл в Казань для участия в стратегической сессии по внедрению системы мониторинга национальных проектов контрольно-счетными органами в регионах. Как отметил спикер Татарстанского парламента, республика уже приступила к работе. На реализацию нацпроектов в Татарстане планируется направить более 54 миллиардов рублей. Из них 35,5 миллиардов рублей из федерального, остальные из республиканского бюджета. 22 ноября спикер Татарстанского парламента в Москве принял участие в работе съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». В состав татарстанской делегации вошли 26 человек, среди них депутаты Госсовета Татарстана 6-го созыва, представители органов власти и общественных организаций республики. 19 ноября премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева открыли в Казани Центр опережающей профессиональной подготовки, созданный на базе Казанского педагогического колледжа. Это первый подобный центр в России, отметила глава федерального ведомства, который всем желающим дает возможность проходить профподготовку по коротким программам, в том числе и по педагогическим специальностям. Мэр Казани теперь будет представлять интересы 323 мегаполисов и регионов по всему миру. Ильсура Меджина избрали президентом консультационного комитета местных органов власти при Организации Объединенных Наций. Я хочу поблагодарить президента нашей страны Владимира Путина. Мы сегодня стоим здесь благодаря тому, что авторитет нашей страны растет. Решение было принято на 4-м конгрессе Всемирной организации в южноафриканском городе Дурбан. На пост главы Международного комитета претендовали мэр Лиссабона, президент Ассоциации мэров Марокко и мэр Барселоны. Теперь комитет впервые будет возглавлять Россия. Казань возглавила впервые в истории не только Казани, но и всей России консультативный совет города и местные власти в ООН. Входят 323 тысячи городов и муниципалитетов. Мы даже не знали об этом количестве. И это, безусловно, большая честь и большая ответственность для нас, большие новые возможности. Начиная с 2006 года Ильсур Меджин возглавлял Евразийское отделение организации. Напомню, что Всемирная ассоциация мэров городов при ООН была создана 20 лет назад. Ее главная задача – укрепление сотрудничества между городами, повышение их роли в решении глобальных проблем.
Мы продолжаем программу «7 дней». В республике прошли референдумы по самообложению. И что интересно, в 2018 году вступили в силу изменения в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Теперь можно проводить самообложение в каждой конкретной деревне не посредством референдума, а решать все денежные вопросы на сходе. Тимур Бекмурзин расскажет подробнее. Бодрое, немного морозное утро, 24 ноября, воскресенье, Высокая гора, школа номер 2. Здесь проходит местный референдум по самообложению. Ну, это же моя родная Высокая гора. Я местный житель, коренной, поэтому мы пришли. Это наша обязанность. Должны же все, наверное, люди к этому стремиться. Против. Против? Конечно. Не хотите? Нет, а мне что, пенсии, что ли, такие есть, чтобы платить такие деньги? На 300 рублей не жалко? Ну нет, конечно. Чего это 300 рублей? Нет, конечно. Тем более это же в год. Это же для детей, детские площадки, тротуары возле школы. Тот редкий случай, когда близость к Казани не преимущество, а скорее проблема. Жители этих поселений в столице проводят больше времени, чем у себя дома. В Казани, как правило, не только работа, но и развлечения, торговые центры. Порой это не столько безразличие к вопросам обустройства собственных территорий, сколько банальная нехватка времени. Что тогда с этим делать? Вопрос далеко не праздный. Марат Ахметов, модератор круглого стола по теме самообложения в Госсовете, адресует его самим главам пригородных районов. Пригород, есть свои трудности. Во-первых, многие работают в Казани, не можем добраться до них. Мы работаем только методом убеждения. Какие есть методы убеждения? Поделитесь опытом, допытывался Марат Ахметов у глав районов и сельских поселений. Юрий Тюкаев, глава Лебединского сельского поселения Алексеевского района, рассказал о своем ноу-хау. Говорит, самая лучшая пропаганда не баннеры, а видеофильмы. 30-минутный ролик, что и как построено на селе на средства, собранные по программе самообложения. На какие средства производятся сами фильмы, Юрий Тюкаев скромно умолчал. Народ действительно приходит и смотрит. Да, наши деньги работают. Самая главная беда жизни – это безразличность. Вот это безразличие постепенно преодолевается, и население становится заинтересованным, бережливым к своему образу жизни. Жить стало легче, жить стало веселее и комфортнее в деревнях Большие и Малые Отряси, Никифоровка, Тютюжского района. Программа по самообложению стартовала здесь в 2015 году. В первых референдумах приняли участие чуть больше половины жителей. После того, как люди увидели результаты, на следующий год в народных голосованиях приняли участие уже 83% жителей деревень. Сейчас свыше 90% сельчан. На что идут собранные средства? Большая часть на строительство дорог, а также на благоустройство кладбищ, строительство детских площадок, обустройство родников. В этом году жители деревень Никифоровка и Малые Отряси решили собирать по 1000 рублей. В Больших Отрясях скинулись по 1200. Кстати, в среднем по республике этот взнос составляет порядка 500 рублей. В этих деревнях Тютюжского района решили, что 1000 и 1200 – это посильные деньги. Главный стимул, что на каждый вложенный народный рубль государство, как известно, добавляет свои 4 из бюджета. Народ уже знает, как деньги много платишь, за это деньги от государства побольше идет. Вот и народ уже хотят побольше сделать. Самообложение булсан кирек, ол шуның белән күтәрелеп китте, яши. Жители каждого населенного пункта сами устанавливают. Примерно у нас в республике эта сумма от 500 рублей до 1200. Самообложение – это как раз наглядный пример истинно народной программы. Поскольку собирать, на какие цели решают сами граждане. В этом году, скажем, жители одной из деревень Кукмарского района решили, будем собирать по 5000 рублей с человека. Какие-то населенные пункты, которые согласились по 5000 собрать. Деревня Октябрина и Верхняя Юмья, это они Октябрина 5000 рублей, Верхняя Юмья 1000 рублей.
Кукмар – один из районов, где программа по самообложению работает наиболее успешно. За все 6 лет район получил 357 миллионов рублей, на которые было построено 150 километров дорог, приобретено более 4000 светильников, установлено 170 гидрантов. В масштабах всего Татарстана только за 10 месяцев текущего года сельчане собрали более 242 миллионов рублей. Соответственно, взнос государства будет в 4 раза больше, то есть больше миллиарда рублей. Прибавьте к этой сумме средства, которые вносят в обустройство своих сел спонсоры, получается весьма достойная цифра. Под термином «спонсор» мы имеем в виду не какие-то богатые компании, а самих селян. Людей, может быть, чуть более состоятельных, чем их земляки. Таких неравнодушных в Татарстане год от года становится все больше. Гузулия Абулханова из деревни Новая Шаймурзина Буинского района обустроила часть дороги к родительскому дому на собственные деньги. В деревне Малой Отрясе Тетюшского района свой пример для подражания. Уроженец здешних мест Камиль Гайнуддинов. Он не любит выпячивать свои достижения, но земляки благодарят. И мы считаем, что республика и район должны знать своих героев. Часть этой дороги построена на средства по самообложению, а часть на личные деньги Камиля Гайнуддинова, которые он вкладывает также в обустройство памятников и мест отдыха. В реализации этой программы преобладает воспитание семьи, воспитание детей. Они же тоже видят, да? Программа по самообложению в Татарстане работает успешно, однако нюансы есть. Что делать, когда населенный пункт совсем небольшой? Взрослых жителей не больше 40 человек, как в этой деревне Никифоровка Тетюшского района. Кладбище загородили, немного осталось загородить. Родник поправили, тоже не хватило средств пока еще. Народу мало, не хватает денег. Дорога стала бы решением многих проблем для жителей Никифоровки. В период распутицы деревня становится фактически отрезанной от большой земли. Проблему в этом случае должен решать бюджет и республиканские программы, говорит экзам Губайдулин. Их в республике сейчас 40. Дойдет очередь и до Никифоровки. В этом году по программе самообложения есть новшество. Если раньше собирать средства с населения можно было только по результатам референдумов, теперь решение о самообложении можно принимать на сходах. Сходах это легче. Сход собрался, там сразу решаешь, что делать. Улицу ли делать, вот как он сказал, мне первую, эту улицу надо, кладбище ли надо делать или воду ли провести. Народ должен сам определить, что надо делать. В прошлом году у нас были проведены сходы в 84 населенных пунктах. Я думаю, в этом году их будет намного больше. Большое подспорье, что теперь исходы в деревнях можно проводить поэтапно. Если в деревне проживает 600 жителей, собрать всех в один день в одном месте проблематично. Тогда можно провести несколько сходов. Ясно, что лица, ранее принимавшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода. Ветераннарға, тыл ветераннарына памятниклар ясадылар инде. Халыкка рәхмәт, халык бердәм булып, җыелып эшләделәр. Хәзер кешегә күрсәтерлек әйберебез бар. Алдагысы безнең иске авылыбыз бердәм халык, күңелле халык, дус тату яшибез. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Соглашусь с заместителем председателя Госсовета Татарстана Маратом Ахметовым, который, говоря о программе самообложения, отметил, что именно она сейчас решает на селе множество проблем, которые накопились в глубинке с 90-х и фактически вдыхает жизнь в села и деревни. Конечно, не все проблемы могут решать сами жители. Иногда для сельского возрождения требуются и огромные суммы, и сильная воля. Вот уже 9 лет жители небольшой деревушки Айталан Елабужского района не могут добиться того, чтобы в их домах появился газ. На дворе 21 век, а местные жители вынуждены зимой отапливать свое жилье дровами и с завистью посматривать на соседей из татарского Дюм-Дюма и Большого Елова, где таких проблем нет. Причем расстояние до каждого из этих сел всего 3 километра. Не такое и большое вроде бы. Почему же в деревне нет газа? Может, все дело в том, что Айталан относится к разряду так называемых умирающих деревень. Еще 100 лет назад здесь проживали свыше 300 человек, а сейчас зимовать остаются хозяева всего 5 домов.
Впрочем, сами айталановцы называть свою деревню умирающей категорически отказываются. Мало того, хотят здесь построить новые дома, взяться за развитие сельского хозяйства, как говорится, поднять деревню с колен. Но все упирается как раз в банальное отсутствие газа. А по новым российским нормам практически вся деревня еще и оказалась в километровой санитарно-защитной зоне скотомогильника. Здесь нельзя жить, пасти скот и косить траву. Так есть ли выход из ситуации, выясняла Елена Горбунчикова. Новый современный дом на окраине Айталана появился летом этого года. Хозяин новостройки Евгений Белов не чужой здесь человек. Айталан – родная деревня его матери, а на 20 сотках, что достались от отца в наследство, теперь Евгений хочет построить свое хозяйство. Первым делом из Елабуги в деревню перевести свою семью. Вот здесь, в этой части дома, как раз и расположены спальни. Это 2 комнаты для девочек, для двойняшек. Здесь еще одна спальня, тут она или гостевая, она для сыновей, или мама, если согласится сюда приехать, маму перевести, мама здесь будет жить. Большая семья, а значит дом должен быть большим. Чем хозяин будет отапливать зимой 125 квадратных метров жилья, теперь большой вопрос. В Айталане нет газа, топить дровами дорого и хлопотно, подсчитал Евгений, поэтому выбрал вариант электрического отопления. Но это будет ведь дорого. Наверное. Безусловно, какая-то стоимость это будет. Это будет, безусловно, дороже, чем газ. Но в сравнении солярка и газ в пропановых баллонах получается тоже не дешевле. Там стоимость у них примерно одинаковая, но это постоянная проблема какие. Нужно доехать до заправки, взять какие-то канистры с собой здесь перелить, да, или, например, привезти, это постоянно с баллонами придется ездить, чтобы баллоны сюда привозить. Много, что ли, дров у вас здесь? Сколько у вас здесь дровники? Здесь, ну, кубов 10, наверное. Вон там 10 кубов еще. Вот 21 век, делаем так, берем, идем домой. Дядя Леня в Айталане осел 10 лет назад, еще до выхода на пенсию. На месте старого отцовского дома построил новый. Говорит, что зимой скучать не приходится, потому как дом 2 раза в день нужно обязательно протопить дровами. Приезжайте в гости на недельку. Научу топить. Кроме электричества в Айталане из благ цивилизации уже давно нет ничего. 100 лет назад в деревне Кряшин проживали более 300 человек. Сейчас прописано 11, а зимовать остается 5. А когда-то в Айталане работала ферма, по вечерам деревенские бегали на танцы в клуб, а последние новости женщины узнавали в очереди в магазин. Теперь на его месте памятник погибшим на войне односельчанам. 2 года назад в деревню провели водопровод, вот только на баланс его так и не приняли. Так что дядя Леня по старинке ходит за водою на здешний родник. А соответствует ли вода в нем санитарным нормам – еще один вопрос. Дело в том, что в километре от Айталана находится скотомогильник. За полвека в нем скопилось около 100 тонн останков мертвых животных. Термическая яма переполнена, нуждается в консервации, но на нее нет денег. Идеальный вариант – ликвидировать скотомогильник вовсе. Согласно санитарным нормам, в километровой зоне от скотомогильника нельзя строить дома, дачи, разбивать огород, пасти скотину. Не так давно в Айталан хотела переехать семья из Челнов, но строиться им запретили до тех пор, пока не решится судьба скотомогильника. Через Минэкологии ежегодно, да, сейчас деньги начали выделяться на разработку проекта по сокращению санитарной зоны. Но данный вопрос тоже требует много времени. Грубо говоря, по времени полгода занимает только отбор анализов и проб этих скотомогильников. Далее идет проектирование. В конечном итоге нам надо получить заключение. Получаем у главного санитарного врача Российской Федерации. Далее регистрируем его в Минюсте, и только после этого будет сокращена зона этого скотомогильника. 10 лет назад глава местной поселковой администрации в заботе о народе попытался выбить газ для деревни, потому как в соседних селах Большой Еловый, Татарский Дюм-Дюм газ провели. Тогдашний глава Елабужского района, ныне сенатор Геннадий Емельянов, даже выделил деньги на разработку проекта газопровода в Айталан. Проект сделали на водоснабжение и на газоснабжение Айталана. Там просто проект был туфтовый, короче говоря. Приехали газовики, хотели начать смотреть, да? А там посмотрели проект, сказали, это не подойдет. Некомпетентные люди сделали. Они сделали через Дюм-Дюм газопровод. Оказывается, нельзя через Дюм-Дюм пропускать газопровод, это высокое давление.
Бюджетные деньги были освоены, а проект ушел в архив районного департамента строительства. Так бы он там и пылился, если бы Евгений Белов не написал открытое письмо в один из телеграм-каналов. Об этой ситуации, так скажем, узнали буквально вчера. Поэтому вот эту техническую составляющую этого вопроса как бы сейчас изучаем. Да, на самом деле в архивах департамента имеется проект, разработанный от 2011 года. В настоящее время он не подлежит ни корректировке, то есть надо будет сейчас возобновлять все технические условия, составлять акты выбора трассы, проектировать заново это. В администрации Елабужского района уже подсчитали, что на разработку нового проекта потребуется около 900 тысяч рублей, а в случае его одобрения будут обращаться уже в Минпромторг Татарстана о включении деревни в программу газификации на 2021 год. Кстати, по обеспеченности населения голубым топливом Татарстан один из российских лидеров. Уровень газификации 99,5%. Сколько таких деревень, как Айталан, приходится на оставшиеся без газа 0,5%, в Минпромторге Татарстана нам информацию не предоставили. Известно лишь, что в Елабужском районе люди до сих пор живут без газа всего в 8 деревнях. А подключение их к благам цивилизации могло бы дать новый толчок развитию. В Айталане точно. Евгений Белов хочет прирасти к земле всеми корнями. На Айталан он возлагает большие надежды. Я здесь планирую сначала начать маточное стадо овец завести, для того, чтобы затем перевести его в готовое помещение, готовую ферму. Есть здесь в округе пустующие фермы, и это дальнейший этап уже. В планах заняться производством сыров, восстановить бывшую колхозную пасеку. По сути, Евгений Белов в Айталане первый сельхозинвестор. И если в деревню придет газ, за Беловым потянутся другие. Это вызовет приток для новых жителей деревни, да, кто-то, возможно, захочет вернуться сюда. Как моя одноклассница, у меня одноклассница тоже, она с этой деревни, мы там в Елабуге вместе учились. Она птицеводством занимается там в Елабуге. Она с удовольствием, говорит, сюда переехала, если были бы здесь возможности, да. Переехали бы просто люди здесь, жили бы, поселились. Соответственно, это бы дало бы какое-то развитие, толчок для деревни. Елена Горбунчикова, Андрей Мохов, 7 дней. А сейчас об одной из ярких и спорных дат в истории ТАССР. 19 ноября 1982 года, 37 лет тому назад, город Набережные Челны получил новое имя – Брежнев. Это произошло через неделю после кончины генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Вместе с Набережными Челнами имя сменили и несколько районов в Москве и Днепродзержинске. Имя генсека увековечили в названиях цементного и электрометаллургического комбинатов, а также Нурекской ГЭС. Как утверждалось, жители Автограда сами попросили власти дать их городу имя Брежнев и даже организовали масштабный митинг по переименованию. Вот только, как выяснилось много лет спустя, массовая акция была проведена, как говорится, задним числом. Подробности в рубрике «Неделя в столетии» у моей коллеги Светланы Спириной. Он на обшарпанном стенде 5 звезд героя держал, и Сальвадору Альенде, и Сальвадору Альенде, и Сальвадору Альенде поддержку свою выражал. Генеральный секретарь ЦК КПСС, четырежды Герой Советского Союза Леонид Ильич Брежнев скончался 10 ноября 1982 года. О его смерти официально сообщили на следующий день. Похороны состоялись 15 ноября. При опускании гроба зазвучал государственный гимн СССР и грянул пушечный залп. В связи с этим неожиданным залпом и появился миф о том, что опускавшие гроб с телом Брежнева уронили его. Гроб с телом покойного опускают в могилу. Город Набережные Челны официально стал Брежневым уже 19 ноября, через 4 дня после похорон. А тот самый митинг трудящихся Автограда, на котором они якобы просили власти увековечить имя генсека в названии города, состоялся только 23 ноября. Вот уникальный документ из местного музея. Сценарий митинга именно с этой даты проведения. И фотографии мероприятия, которое, по сути, уже ничего не решало. Участие в митинге приняли, как указано в документе, 20 тысяч человек.
Были и сторонники, были и противники. Даже митинг был, когда вот это, где у нас митинговый гидростроитель, я там, диктор демонстрации была всегда. И мы пришли еще, и меня попросили даже, давай, я говорю, нет, я ничего не буду говорить, там же люди стоят уже. И, знаете, по-разному трактовали. Мы счастливее очень многих, и, пожалуй, богов сильней. Если землю творили боги, мы творим города на ней. Движение сопротивления из-за переименования в городе началось в первый же год. Местные поэты писали: «Верните городу поэзию, те, кто отнять ее вольны. Какой он к черту город Брежнев, он набережные Челны». Меркнет свет, тускнеет слово, сердце болью обожгло, имя города родного заменили, и сошло. Только ахнула Россия, терпеливая страна, потому что не спросили у народа ни хрена. Как шутят сами челнинцы, с чужими бровями город жил почти 6 лет, хотя сам Брежнев в Автограде никогда не был, да и памятник ему так в Челнах и не установили. Но периодически инициативы такие возникают и сегодня, ведь именно генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписал постановление о начале строительства КАМАЗа в набережных Челнах, заявив: как Магнитка и Днепрогэс, Уралмаш и Братская ГЭС, КАМАЗ по праву войдет в летопись выдающихся свершений советского народа. К моменту присвоения имени Брежнева набережным Челнам завод КАМАЗ работал уже на полную мощность, став флагманом среди отечественных грузовых автомобилей. Кстати, в целом по стране наблюдался тренд политических переименований. Набережные Челны – Брежнев, Ижевск – Устинов в честь покойного министра обороны СССР Дмитрия Устинова. Второй по величине город Ярославской области – Рыбинск переименовывали дважды. Сначала в Щербаков по фамилии советского партийного деятеля, потом город стал Андроповым в память о Юрии Андропове, генеральном секретаре ЦК КПСС. Если же вспомнить 70-е, то страна уже переживала эпидемию по переименованию городов в честь известных иностранных коммунистов. Старинный городок в Куйбышевской области Ставрополь стал Тольятти в честь генерального секретаря итальянской компартии Пальмира Тольятти. Город Чистяково в Донецкой области переименовали в Торрес в честь деятеля французской компартии Мориса Торреза. По воспоминаниям Фикрята Табеева, в эти годы рассматривался вопрос по переименованию города Набережные Челны в Лонго в честь итальянского коммуниста Луиджи Лонго. Сам же Брежнев, мы в этом случае про город, уже при Андропове, мы в этом случае про руководителя страны, получил высокую награду. Мы с большим воодушевлением встретили весть о награждении Камского объединения по производству большегрузных автомобилей орденом Ленина. Это большая честь не только автозаводчанам, но и коллективу строителей, коллективам смежных предприятий. При Горбачеве Брежнев успешно прошел новый эксперимент – ту самую госприемку, которая стала последним экспериментом в нерыночной советской экономике, когда государственные контролеры вели тотальный контроль за качеством товаров. У себя на участке ремонт автомобиля я вижу, что изменения произошли в лучшую сторону. Набережные Челны все-таки вернули себе историческое название почти 6 лет спустя. Основанием для этого послужили письма протеста челнинцев, что отвезли в Кремль литераторы города. 422 подписи из 7-го альбома сегодня хранятся в музее. Лозунг «Я за то, чтобы вернуть моему городу прекрасное доброе имя». Участником акции стала и Наталья Микрюкова. Я сама была ребенком, я писала письма, подписала открытки родственникам, я всегда подписывала город Набережные Челны, никогда не писала город Брежнев. То есть на детей тоже передавалось это настроение всеобщее. Уникальная для того времени, показательная по гласности и демократии общественная акция завершилась 6 января 1988 года, когда на карте страны вновь появились поэтичные набережные Челны. Город Брежнев остался в истории, архивных видеокадрах, записях в свидетельствах о рождении некоторых челнинцев и в книге «Город Брежнев» журналиста Шамиля Диатуллина. Светлана Спирина, Ильшат Аюпов, 7 дней. На прошлой неделе наша съемочная группа побывала в Томске, и мы уже показывали вам материал, посвященный тому, как в этом, наверное, самом деревянном, в хорошем смысле этого слова, городе сохраняют многочисленные объекты деревянного зодчества. Проблемы там те же, что и у нас. У государства не хватает денег на восстановление сотен подобных домов, и оно вынуждено обращаться к частному капиталу. Однако частный капитал нужно еще заинтересовать, что неплохо получается у томских властей. Есть, например, программа «Дом за рубль», когда предприниматели получают в аренду дома за символическую арендную плату в рубль при условии реставрации здания. В
В Томске эта программа работает успешно вот уже 3 года. Но применима ли она, например, в Татарстане? Это сложный вопрос, которым в том числе задались и мы на этой неделе. И речь даже не о Казани. В Казани, увы, почти не осталось объектов деревянного зодчества, которые еще не были бы прибраны к рукам. Но у нас есть и другие исторические поселения. Есть, например, Чистополь. На сегодняшний день, возможно, самый недооцененный город республики, самый заброшенный. Ситуация в Чистополе с сохранением объектов культурного наследия, да и просто с сохранением исторических зданий вызывает тревогу. Кажется, что совсем ничего уже нельзя сделать. Примеров того, как в масштабах целого города была бы восстановлена историческая застройка, в России, по-моему, нет и не было. Нужны миллиарды, нужны инвесторы, нужны годы. Но факт остается фактом. Мы теряем исторический город Чистополь просто на наших глазах. Об этом Михаил Любимов. Дом Авдеева. Возможно, самый известный деревянный дом Чистополя. Дом, где жил в годы войны и принимал у себя целую плеяду советских писателей, известный чистопольский врач Дмитрий Дмитриевич Авдеев, послуживший, как считают ученые, прототипом главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго». Это утверждение, кстати, весьма близко к истине, и любой город мира, претендовавший бы на такого гражданина, давно бы отгрохал тут помпезный музей, и фамилии Авдеев и Живаго звучали бы в нем чаще любых других. Но мы в Чистополе. И мы с вами рассматриваем сейчас вот это. Горелые и, простите, изгаженные останки того, что еще совсем недавно жило и чувствовало. Дом аварийный и дом расселен. Все более-менее ценное отсюда уже вытащено, потому что никаких пломб на этом гнилом зубе нет. В общем, мы вместе жили даже с ним. Вы Авдеева помните? Так, естественно. Да? Да, вот это все было. Вот пристроили вот здесь, вот 2-й этаж вот пристроили. Вот здесь. И вот представьте, мимо едва не проходит человек, который жил здесь 25 лет и который прекрасно помнит самого известного жильца. Ильмар Агишев, вот он справа от Дмитрия Авдеева. А вот еще уникальное фото. Так выглядел этот дом в годы войны. В этом доме бывали писатели, и таким его запомнил Пастернак. Поэтому, строго говоря, исторический дом Авдеева куда меньше того, что мы видим сегодня. А поскольку это объект культурного наследия, то сохранять его надо. Но сохранять как? Где он жил? Просто часть этого дома. Памятник, и его не снесут. Но выйдем-ка за ворота. Ощущение неопределенности, тревога. Вот что вы чувствуете сегодня, прогуливаясь по центральным улицам Чистополя. Словно вернулись на 80 лет назад. Вот только сегодня кажется, будто враг где-то на подступах к городу, и жители в спешке уже эвакуированы. Так и случилось. В городе почти завершена программа ликвидации аварийного жилья. Центр опустел, людей из аварийных домов расселили по окраинам города. Беда в том,
что последствия продуманы, как водится, не были. И программа ликвидации неустроенности превратилась в программу ликвидации деревень. Осмысленный подход. Далеко не каждый расселенный дом – неприкасаемый объект культурного наследия. Но каждый, кажется, достоин сохранения. У городской администрации, между тем, нет денег даже на то, чтобы законсервировать все эти дома. Не говоря уж о том, чтобы их с ружьями охранять. Для мародеров это трупы. И с них снимают все, что только можно с собой унести. Вот так выглядит сегодня, например, дом писателей Тренева и Павленко. А это дом белого генерала Молчанова, который, говорят, также послужил прототипом генерала Галиуллина из романа «Доктор Живаго». А ведь здесь собирались сделать музей гражданской войны. Эти дома, открытые всем ветрам, не растащат по кусочку в единственном случае, если их ждет вполне прогнозируемый и устраивающий многих конец. Тогда и винить будет некого. Впрочем, некого, похоже, и сегодня. Суть-то была в том, что людей переселить, а не дома ликвидировать. Ну, понимаете, что федеральный закон таков, что, значит, если здание не является объектом культурного наследия, программа считается завершенной, когда здание будет снесено. То есть это федеральное законодательство, да? Жуткая правда. По закону эти дома, если это никакое не наследие, обречены. Никаких сохранить как, никаких копировать и вставить закон не предписывает. Ветхое, расселенное, значит удалить. Или это лишь полуправда, или есть варианты. Есть, так скажем, законодательство, которое регламентирует сохранение исторических поселений. А Чистополь – это историческое поселение федерального значения. Поэтому все проекты планировки, концепции развития, они согласовываются с Министерством культуры Российской Федерации. Хотелось бы больше внимания, конечно, от министерства к Чистополю, потому что сейчас все региональные власти, местные сами управляют этим процессом. Хлопотно. Возиться с каждым домом очень хлопотно. Даже для того, чтобы отдать эти дома инвестору за символическую арендную плату в рубль за квадратный метр, придется пройти все круги ада с одной только документацией. Проект реконструкции, техплан, техпаспорт, огромное количество времени на перевод из нежилое в жилое, а времени уже нет. Один эскизный проект 700 тысяч рублей. Умножим на 28, как минимум, только памятников, 20 миллионов, где их взять? Поэтому пока лишь одно здание передано в частные руки за символическую плату в рубль на 49 лет. Эту работу, хотя они и начали, но это капля в море. И сейчас хотелось бы более системной работы. Ее нужно усиливать. Говорят, что в Чистополе очень сложно отбить, потому что здесь другой город, не надо сравнивать его с Иркутском, с Томском. А я считаю, надо сравнивать. Именно в этом вызов сейчас стоит, именно перед Чистополем. Когда создавали здесь заповедник, тоже многие скептически относились. Ну какой в Чистополе заповедник? Но заповедник создан. Ситуация в Чистополе вызывает уже не столько тревогу, сколько отчаяние. Но точка невозврата все же не пройдена, и что-то еще можно вытащить из огня. Наверное, пора и людям встать на защиту города. Да, это война. Нет времени на почтительное равнодушие. Людей эвакуировали, пора заняться эвакуацией произведений искусства. Пора нам всем устремить, наконец, свой взор на этот город. Это не проблема Чистополя. Это большой мировоззренческий вызов всему поколению. Неужели вот это наше хваленое развитие? Лицо ребенка, меняясь с возрастом, сохраняет характерные черты. Почему мы никак не поймем, что города обязаны быть устроены так же?
В Чистополе вообще ни к чему, мне кажется, прикасаться нельзя, потому что здесь было 200 писателей в годы Великой Отечественной войны. Такого явления нигде нет. И на каждом доме можно устанавливать мемориальную доску, а мы вместо этого сносим. Наш город – это город-музей. Не город музеев, а город-музей под открытым небом. И поэтому его надо беречь. Чистополе этот дух старого города, этот стиль, он еще здесь есть. И здесь наша первая задача – это не дать ему исчезнуть полностью. То есть мы должны этими кварталами сейчас плотно заниматься вместе с архитекторами, вместе с планировщиками. Самый центр, да, это действительно город-музей здесь. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Сегодня прекрасный день. Сегодня отмечается самый добрый и один из самых главных праздников для каждого из нас – День Матери. Это значит день жизни, тепла и света, нежности и заботы, огромного сердца и удивительного терпения. Мои искренние поздравления всем, кто носит прекрасное имя «Мама». А завершить программу нам, коллективу творческого объединения «7 дней», хотелось бы телевизионным подарком своим мамам. С праздником, любимые! Бәйрәм белән сезне, кадерле әниләребез. Исәнлек, саулык сезгә. Балаларыгыз белән бергә озын гомер теләйбез. Здравствуйте! В последнюю неделю уходящей осени сильных холодов не ожидается. Наконец-то выпадет снег. Если на той неделе ночные морозы побили температурный рекорд этой осени, то уже на следующей неделе будет теплее. На северо-востоке Татарстана средняя ночная температура -6. Днем в начале недели около 4 градусов, местами снег, к выходным потеплеет до 2 градусов ниже нуля. Осадки усилятся. На юго-востоке переменная облачность, ожидается снег. Днем температура опустится не ниже 7 градусов. Ночью около 10 мороза, к выходным потеплеет. В центральных районах республики облачная погода с прояснениями. Ожидается снег. Средняя дневная температура около 4 мороза. Вполне комфортная погода для прогулок на свежем воздухе. На юго-западе республики в понедельник холодно. Ночью до -14, днем 4 градуса ниже нуля. Начиная со вторника температура начнет повышаться, и к выходным 2 градуса мороза днем, ночью -4. На северо-западе в Казани синоптики обещают слабоморозную погоду всю неделю. -2, -4. Выпадет снег, местами сильный.
О погоде все. Хорошего настроения и до новых встреч на ТНВ. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.